Итак, доброе утро, уважаемые любители зимних видов спорта. Говорит и показывает город Южно-Сахалинск, остров Сахалин. И вы на первых международных спортивных игр «Дети Азии». Они первые и они зимние. Сегодня у нас биатлон, и первыми на старт выйдут у нас девушки. Спринтерская гонка, 4,5 километра с двумя огневыми рубежами. Вы это прекрасно знаете. Спринтерская гонка у нас будет, на старт выйдут 34 участниц, и каждый штраф у них будет 150 метров дополнительных. Итак, первый на старт выйдет у нас Смирнова Анна, представительница города Москвы. Сейчас все уже готово к старту. С утра было немножко холодно, но сейчас, как говорится, уже все отпустило и все готово для старта первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Ветер биатлона дошел у нас до Сахалина, как говорится, пришел не просто так, подул, наверное, с Канады, но первым на старт опять выйдут у нас девушки, и Смирнова Анна, Москва, Чуй, будут представительницы Кореи, с федеральных округов, и есть несколько представительниц иностранных государств, это в первую очередь Монголия, Япония, ну и Южная Корея, представители Казахстана. Прекрасный вид у нас Южного Сахалина, природа, конечно, уникальная этого островного региона, ну и самый большой и самый красивый остров Сахалин встречает первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Вчера мы все наблюдали феерическим шоу открытия, где даже если было немножко холодно, но организаторы постарались, что во время шоу все согрелись, и я думаю, что вы все видели трансляцию, очень насыщенная и исторически важные вот эти игры будут. Ну, сам Сахалин, конечно, впечатляет. Сейчас у нас очень динамично развивается. Несколько спортивных у нас объектов сейчас тут построено. Ну, конечно же, вернемся к нашему биатлону. Девушки выйдут на старт. И еще раз бы хотелось у нас, чтобы была настоящая борьба, все сильнейшие на трассе. Это не только российские спортсменки, но и спортсмены из-за рубежа. Очень любопытно будет посмотреть на готовность иностранных спортсменок. Прежде всего это Казахстан, Южная Корея, ну и Япония. Я думаю, что они будут, как говорится, аутсайдерами, будут бороться за самые высокие места. Если рассказывать по регламенту соревнований, первый день для биатлонистов пройдут у нас спринтерские гонки. Далее по программе стоит у нас гонки индивидуальные. Ну и далее будут у нас эстафетные гонки, микс-гонки. И очень интересная по программе будет дан старт. Это эстафета дружбы. Там будут участвовать перемешку сразу несколько команд. Практически может быть так, что команда из федеральных округов будет бороться вместе в команде с Казахстана, либо других иностранных государств. Сейчас все готово к старту первой участницы. Еще раз напоминаю, что девушки у нас бегут 4,5 километра, практически 3 круга по 1,5 километра, 2 стрельбища, 2 стрельбы, ну и каждый штраф будет 150 метров дополнительных. Еще раз по программе соревнований хотелось бы вас напомнить, что сегодня у нас старт принимает это спринтерские гонки, но далее будет завершаться программная биатлона. Это очень интересные эстафетные гонки, где побегут у нас микс-эстафеты, смешанные эстафеты и эстафета дружбы, где побегут у нас
Итак, вернемся к гонке. И первый стартовый номер – это Смирнова Анна, представительница Москвы. Тут у нас есть информация, что недавно прилетела с Москвы, даже практически не пошла акклиматизацию, но сегодня принимает старт и открывает старт-лист первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» по биатлону. И вот эти дети у нас будут практически в будущем тоже представлять на мировых стартах. Ну, я так думаю, что кто-то из них даже пойдет дальше и будет представлять наши регионы на международных соревнованиях, даже и Олимпийских играх. Второй стартовый номер старт приняла Юна Чой, представительница Южной Кореи. Южная Корея очень тоже сейчас делает прорыв на зимних видах спорта, потому что Южная Корея, если традиционно сильна на соревнованиях по шорт-треку, то сейчас и в лыжных, мы вчера видели, и в биатлоне сейчас тоже делает первые шаги. Третий стартовый номер Илларионова Анастасия, Дальневосточный федеральный округ, 2003 года рождения. Старт принимает. Ну и мы видим, что девушки бегут размашисто, хотя и спринт, зная о том, что профиль трассы достаточно серьезный. Сразу же, как и вчера у лыжников, они идут после стадиона на подъем. Итак, четвертый стартовый номер Караман Ксения, Сибирский федеральный округ. Старт приняла. Ну и тут есть в каждом, в принципе, вида спорта свои лидеры, свои, скажем так, лидеры гонок, да. Ну и Сибирь мы всегда относим тем самым, потому что у них есть свои традиции. Это первой стороне, это Новосибирск, это другие базы. Ну и они прекрасно выступают на всех российских стартах. И сегодня тоже, конечно, будут очень высоко. Мы видим, что первый стартовый номер Смирнова Анна, Москва, преодолевает свою дистанцию. И через несколько минут наверняка будет подходить уже к первому рубежу. Мы видим, что Смирнова отрабатывает свой подъем, и второй номер чуть-чуть уже приблизился. Шестой стартовый номер Григорьева Анита, Уральский федеральный округ, тоже принимает старт и будет бороться. Урал у нас тоже является одним из лидеров, потому что там несколько баз по лыжным и биатлонные комплексы имеются. Ну и свои традиции, тоже свои олимпийские чемпионы. Седьмой стартовый номер. К старту готовится Мотарева Ангелина, Сахалинская область, команда номер 1. Ну и они, как хозяева, наверняка тоже будут бороться за самые высокие места. Хотя тут биатлон развивается не так давно. Наверное, где-то 5-й год тренируются в местных ДЮСШ, но есть свои уже первые наметки, первые лидеры, скажем так. 8-й стартовый номер Айжан Наби, Казахстан, будет принимать. И сейчас будет очень интересно, потому что чемпионка Казахстана, ну и очень опытная спортсменка, кандидат мастера спорта. Вчера лыжницы и лыжники тоже выглядели очень убедительно. И сегодня наверняка казахстанские спортсменки будут тоже бороться за медали. Ну, мы надеемся на это. И плюс к этому, что вчера чуть-чуть не хватило. Итак, 9-й стартовый номер Роксана Хабытина, представительница Республики Саха-Якутия, город Алдан. Да, старт принимает. Ну и пожелаем тоже спортсменам из Республики Саха-Якутия успешного старта. У них биатлон развивается 5-й год. Есть старший тренер Сафаров Альберт Талгатович, тренер с Уфы. И вот 5-й год тренируется с спортсменами из Республики Саха-Якутия. 6-й стартовый номер Григорьева, мы видим, тоже преодолевает свою дистанцию. Идет размашисто, уверенно. Уральский федеральный округ. Но сегодня мы узнаем первых медалистов. И уже
узнаем, кто из них, скажем так, кто, потому что есть свои лидеры. Ну и много-много будет зависеть от стрельбы сегодня. Трасса готова идеально. Сейчас 11-й стартовый номер Дарья Андреева, тоже представительница Республики Саха-Якутия. Старт приняла, поселок Чульман. И сейчас будет тоже пытаться показать свой максимум. Якутские биатлонисты готовились этим стартом в основном. Это город Алдан, там есть лыжно-биатлонный центр спортивной подготовки. И Рдишор по лыжному спорту города Алдана, где вот эти девочки... Итак, у нас первая стрельба. И мы видим, что кореянка также догнала Смирнову. Так. Два промаха. И завершает первую стрельбу. Мы видели, что несколько промахов допустила у нас спортсменка из Кореи. Ну, сейчас будет динамично меняться по итогам стрельбы. И мы видим, что если Смирнова идет без штрафа круга, то... Итак, Илларионова Анастасия сейчас будет стрелять свою первую стрельбу. Дальневосточный федеральный округ. Наверняка она из города либо Хабаровск, либо Камчатка. Так что вот эти места, именно Сахалин, для нее допускают первую ошибку Илларионова. Знакомый. Если говорить про стадион, он очень новый, но, как говорят тут специалисты, есть такая, как говорится, роза ветров, что немножко бывает неудобно при стрельбе угадать, что есть ветер, откуда дует ветер, он меняется, он и бывает и порывистый, но вот из-за этого, может быть, немножко делают ошибки девочки у нас в первой стрельбе, в первом рубеже, лежа. Итак, 15 стартовый номер, Филиппова Виктория, сахалинская команда номер 1. Ну и она будет, наверное, тоже пытаться бороться за самые высокие места, потому что, как говорится, хозяевам и стены помогают, и болельщики, конечно, все болеют за своих. Итак, Григорьева на рубеже, и мы видим, что тоже допускает ошибки. Два промаха, но, может быть, это все-таки связано либо нервами, либо ветром. Меняется у нас ветер. Вот из-за этого можно только сказать, что допускает очень много промахов. У нас все практически биатлонистки пока. Ну, сейчас мы будем смотреть, как же будут они меняться в своих промежуточных отрезках. Влада Васильченко, представитель Казахстана, принимает свой старт, 17-й стартовый номер. Республика Казахстан. Ну, Республика Казахстан, конечно, перевезла свой, что ни на есть, сборную команду. Вот, и каждая спортсменка, каждый спортсмен будет выступать и пытаться завоевать медаль первых зимних международных спортивных игр Дети Азии, которые проходят у нас в Южно-Сахалинске. И они вот идут по третьим номерам Илларионова на второй круг. А первый круг у нас идет спортсменка из Казахстана. Итак, сейчас будет интересно посмотреть 8-й стартовый номер Наби Айжан, Республика Казахстан. И догоняет ее из Хабытина Роксана из Алдана. И сейчас будет стрелять свою стрельбу. Пока Наби стреляет. Один промах. Два промаха. Ну, если рассказывать про стрельбу, у них диаметр мишени 45 миллиметров, как и в взрослом биатлоне, международном биатлоне. Расстояние между стрельбищем и 50 метров. Ну и вот немножко девочки, многие допускают ошибки. Это связано, конечно, с нервами. В первую очередь 10-й стартовый номер
у нас стрелять будет сейчас Еленкова Анастасия, Уральский федеральный округ, призер федерального округа среди юношей и девушек этого года. Вот недавно проходили у нас федеральные округа, так что она будет сейчас пытаться попасть в свои мишени. Не спешит у нас Анастасия пока стрелять без промахов. Пока вы видите, что после первой стрельбы Караман у нас идет лидером, Смирнова на второй позиции и на третьей Осипова. Один промах допускает у нас Еленкова, 2 промаха. Итак, сейчас по итогам промежуточным лидером является Караман Ксения, Сибирский федеральный округ, и стрельба у нас Андреева Дарья, представительница Республики Саха-Якутия. Ну и пожелаем ей тоже удачи, потому что она стреляет в первой своей стрельбе. Конечно, волнуется, посылает 1 промах. Представительница поселка Чульман, Нерюнгри. Ну, тут как бы 1 промах, как говорится, сейчас она может быть со своей стрельбой покажет хороший результат. Ну и Шишукова идет практически в одни ноги с лидером и уже будет догонять по дистанции. Конечно же, тренера подсказывают, по дистанции ведут спортсменок. И 13-й номер сейчас стреляет Крюкова Екатерина, Сахалин 2. Критической быстротой будет меняться у нас лидеры соревнования, потому что все-таки много-много сделали первые номера промахов, но сейчас подойдут лидеры, которые будут наверняка стрелять по нолям. И, как говорится, у них 2 стрельбы, и, конечно, желательно, чтобы стреляли по нолям в 2 рубежах. 15-й стартовый номер Филиппова Виктория, Сахалин. Первая команда будет сейчас стрелять, и она своей, как говорится, знакомой территории, и, конечно же, для нее это не впервые в этом стадионе стрелять. Знает наверняка, откуда дует ветер, где меняется, где сделать все-таки какие-то поправки, потому что пока 1 промах, 2 промаха. Ну, тут говори, не говори, все-таки девочки молодые. К сожалению, мы видим, что по флажкам очень порывистый ветер сейчас дует, и лучше даже, может быть, быстренько пострелять и идти на трассу, на дистанцию, потому что очень долго выцеливать можно просто терять на эти секунды. Итак, мы видим, что 23-й Сатарова Альбина бежит по дистанции. Итак, 3-й стартовый номер Ларионова Анастасия уже стреляет, будет стрелять сейчас уже стоя. Мы видим, что на второй стрельбе уже 2 промаха, дополнительно 300 метров. Вот так у нас девочка немножко не справляется со стрельбой, потому что сегодня, я еще раз повторяю, что стрельба будет определяющей. Очень порывистый ветер дует из разных сторон, плюс достаточно холодно было утром, минус 30 ночью, ну и немножко отпустило, но в принципе по трассе, я думаю, что достаточно холод. Осипова Ульяна, 5-й стартовый номер, будет сейчас стрелять тоже вторую стрельбу, и она, представительница Москвы, допустила в первом рубеже 1 всего лишь промах, так что она одна из лидеров наверняка. Сейчас стреляет чисто.
Пока чисто, но мы видим, что все-таки последний именно промахнулась у нас Ульяна Осипова, представительница города Москвы. Быстротечно проходит у нас гонка, это спринт. И, конечно, тут надо быстро бежать по дистанции, в то время и показывать на рубежах. Но мы видим, что Ульяна, к сожалению, допустила на последних ошибки и, конечно, бежит дополнительно 300 метров штрафного круга. 7-й стартовый номер у нас Мытарева Ангелина, Сахалин-1. И у нее тоже видим, что 2 промаха, дополнительно 300 метров. Сейчас. Итак, мы видим, что уже у нас после второй стрельбы Караман Ксения, Сибирский федеральный округ, идет лидером, не проигрывает ни в коем случае, и выигрывает даже 32 секунды. Смирнова Анна на 2-й позиции, ну и Ларионова на 3-й. Это пока после 2-й стрельбы. Говорю пока, потому что на старт выйдут сегодня 34 участниц. Итак, представительница Республики Саха-Якутия на ваших экранах, Сатарова Альбина, тоже представительница города Алдан, пришла по лыжному спорту. Ну и родом она из Нерюнги, поселок Чурман. Но мы видим, что у нее... Нет, это серебро показали сейчас кореянки, да, у нее 2 промаха. Ну и она бежит штрафные 300 метров. Очень порывистый ветер, но никто не отменял госпожу удачи, потому что сейчас дует ветер, и потом, может быть, что-то поменяется. Наби Айджан, Казахстан, стреляет. И на дальнем плане мы видим Роксану Хапекину, 10-й стартовый номер, и Еленкова Анастасия, Уральский федеральный округ. Наби 1 промах, дополнительно 150 метров. Еленкова стреляет, начинает второй рубеж стоя. Стойки у нас мишень чуть побольше, 115 миллиметров, практически 2 раза больше, да, но, конечно, она чуть посложнее в том плане, что с упора стрелять лежа, да, гораздо легче. Сейчас они, во-первых, дует ветер и не могут выцеливаться никак мишени, попасть у нас девочки. И никто не отменял, конечно, психологическую часть. Конечно же, волнуется, все хотят показать. Сейчас 11-й стартовый номер Андреева Дарья. Андреева Дарья будет стрелять свой второй рубеж, я извиняюсь, из положения стоя. И она в первом рубеже показала 1 промах. Сейчас тоже... Нет, это Крюкову показывает Екатерина. Да, она 1 промах имеет, 2 промаха. После первого рубежа у нас Абсатарова Альбина выходит в лидеры. Ну и мы видим, что финиш Смирновой Анны, Москва. Она финиширует с 2 промахами, но, в принципе, на дистанции была очень быстра. И свою кореянку она обогнала и перегнала, скажем так, оставила далеко позади. Вот эти девочки молодцы, приехали издалека, немножко не хватило, конечно, адаптации в эти дни, да. И вот сейчас на финише Караман Ксения, Сибирский федеральный округ. Она шла лидером, сейчас показывает, даже минуту выиграла у Смирновой. И сейчас долгое время будет идти лидером, потому что все-таки она до этого показывала и после первой, и второй стрельбы абсолютно лучшее время. Но все-таки я думаю, что в этой гонке еще не все ясно, потому что многие хотят тоже показать результат. Представительница Монголии у нас отстрелялась.
Монголия тоже будущее, столица летних международных спортивных игр Етиади, которые пройдут уже на следующий год, в 2020 году, Улан-Батор. И они, мы видим, что популяризируют не только летние виды спорта, но и зимние. И очень хорошо, что если их, мы вчера наблюдали на лыжне соревнованиях у лыжников, и сегодня на соревнованиях по биатлону тоже они смотрятся достаточно неплохо. 18-стартовый номер стреляет у нас Гришина Анастасия, Сибирский федеральный округ отстрелялась. И сейчас после первой стрельбы Абсатарова Альбина абсолютный лидер, но все-таки будет все зависеть от второй, потому что Караман у нас является лидером пока на финише, и у нее 2 штрафа, дополнительно 300 метров. Григорьева Анна у нас финиширует. Анита, Уральский федеральный округ. 7-й стартовый номер на финише. Учится Мутарева Ангелина, Сахалин 1. И 5-й стартовый номер Осипова Ульяна, Москва. Да, хотя дистанция 4,5 километра, но быстротечно прошли девочки, очень быстро стреляли, практически без устали, без отдыха. Но много-много сегодня мы видим пока промахов. Конечно, это связано от ветра, я так думаю, но есть те, которые пока еще не допустили промахов. Это Абсатарова и Солдатова. Солдатова Арина, представитель Дальневосточного федерального округа. Итак, вторая стрельба промежуточного лидера Абсатарова Альбина, представительница Республики Саха-Якутия, Ардишор, город Алдан. Допускает, к сожалению, промах. Первый промах. Видим, что очень-очень выцеливает, но при этом ветер все-таки делает свои коррективы. 2 промаха, но давайте пожелаем, чтобы она еще попала. И сейчас будет бежать дополнительно 300 метров. Быстро стреляла, но опять-таки сейчас на лыжне. Как она побежит на лыжню? Немножко расстроилась, но ничего, сейчас должна все-таки на лыжне показать свой максимум. И сейчас, в принципе, вот в этом возрасте много зависит от лыжни, потому что лыжегоночная подготовка у них должна быть тоже достаточно на уровне. Это в индивидуальной гонке, да, будут практически снайперы править баллом, а сейчас вот видим, что Абсатарова Альбина включается в гонку и сейчас будет стараться после второй стрельбы тоже быть достаточно высоко. Сейчас на финише у нас промежуточными лидерами являются Караман Ксения, Мытарева Ангелина и Григорьева Анита, Уральский федеральный округ. Итак, финиширует у нас Дубова, 14-й стартовый номер. Дубова Марина, Сибирский федеральный округ. Сибирский федеральный округ традиционно является лидером в этой виде программе. У них много и олимпийских чемпионов, ну и много традиций, скажем так, подготовки спортсменов самого высокого класса. Итак, финишировала у нас Капутина. Итак, 21-й на рубеже Петрунова Ксения, представительница Дальневосточного федерального округа. Ну, мы видим, что она первым тоже. Итак, стреляют у нас девчонки. Петрунова пока стреляет без промаха. Да, 4 раза промахнулась на первом рубеже, и сейчас собралась у нас Ксения. Показала 0 на второй стрельбе. Сейчас будет
тоже показывать. И вот Солдатова допустила только один промах, и она шла после первой стрельбы второй. Сейчас будет включаться в борьбу за медали Солдатова. Арина, Дальневосточный федеральный округ. И мы видим, что несколько спортсменов уже финишируют. Это 19 стартовый номер Шишукова. У нас сейчас Арина Солдатова. Арина, Казахстан. И на финише 11 стартовый номер Андреева Дарья. Отстреляла без штрафа и показывает лучший результат. 15 стартовый номер финиширует у нас Филиппова Виктория Сахалин. Первая команда. Вот так по-разному бегут у нас спортсменки. И мы видим, что Шишукова, а Арина, Казахстан, сейчас промежуточный лидер. Дубова на второй позиции и Караман Ксения на второй. Так что очень-очень интересно сейчас будет на финише. Девочки финишируют один за другой. Да, у нас отлично показала результат у нас Шишукова. Арина, представительница Республики Казахстан. Ну и финиширует у нас спортсменка под номером 12 Чулунбат из Монголии. Представительница Монголии тоже неплохо пробежала гонку. Сейчас у нас показывают вторую стрельбу. Ну, мы видим, что динамично у нас проходит гонка. Если Караман недавно была лидером, то сейчас уже на финише она в тройке, ее уже нету, потому что другие спортсменки показали более лучшее время. Царева стреляет на 32-й стартовый номер. И она после первой стрельбы тоже является одним из лидеров этой гонки. Царева у нас Сахалин. Первая команда, к сожалению, 2 раза допустила промах. И сейчас так показывает у нас промежуточные итоги. Ну, не все пробежали на дистанцию. Лидеры мы видим, что бегут последними номерами, и сейчас какие-то коррективы могут быть и на финише, потому что все-таки мы видели, очень много зависело от судьбы, но в принципе и от лыжного хода очень много зависит, потому что даже имея 2-3 промаха, сегодня можно показать свой результат максимум, отыграть эти секунды на дистанции. 33-й стартовый номер Черных Алина, Сибирский федеральный округ. Она тоже будет включаться в борьбу. Итак, пока у нас мы видим, что финишировала у нас Абсатарова Альбина, и она показывает пока третий результат. Да, и молодец Абсатарова Альбина, представительница города Алдан, поселок Чулман. 27-й на финише мчится Солдатова Арина. И у нее вот так Солдатова Арина с 2 0 выигрывает пока промежуточно, да, финиш, потому что она показывает абсолютно лучшее время с 2 0, 10 секунд выигрывает у Шишенкова Арины, представитель Казахстана. Вот так борются у нас девчонки, один за другим меняется. Ну, видим, что Солдатова Арина собралась и практически с 0 умудрилась показать 0 в этой погоде.
очень. Мы видим, что болельщики из разных регионов Республики Саха-Якутия, конечно, многочисленная делегация, болеет за своих. И сейчас мы ждем всех остальных, чтобы сделать протокол полный на сегодняшний день. Мы видим, что пока Арина Солдатова является лидером этой гонки. И вся интрига, кто же будет, сможет догнать ее. Мы видим, Царева тоже бежит практически на медаль. Пока третий результат показывает, 33 секунды проигрывает по дистанции. Но все-таки я думаю, что удержит свои и будет бороться за бронзовую медаль. Борются, подсказывают там тренеры, гоняют. Сейчас болеют у нас болельщики на финише. И от них много будет зависеть, потому что уже все отстрелялись. Сейчас на дистанции будут показывать свои итоговый результат. Срочно у нас финишировала 25-й стартовый номер, представительница Москвы. Но спортсменов Москвы, как никому, наверное, тяжело, потому что они не успели адаптироваться, приехали 2 дня назад. И сами знаете, сейчас по Москве все-таки ночь. И, конечно, девочкам очень-очень наверняка будут они в конце и других гонках показывать свой максимум. Итак, у нас обсуждает тренер, показывает. Дальневосточный федеральный округ. На втором месте Арина Шишукова, Казахстан. И третью позицию занимает пока Марина Дубова, Сибирский федеральный округ. Да, Солдатова Арина пока является лидером. Ну и сейчас самое интересное будет, кто же может в эту тройку вклиниться. Идет там одна девочка, тоже неплохо показала, пока промежуточное 3-е место. И хватит ли ей сил на финише, потому что много по дистанции можно отыграть, но можно и проиграть. Все-таки не хватит сил. Но сейчас мы видим, что Солдатова Арина абсолютно первая. На второй позиции Шишукова Арина. И мы вот как раз показывают 32-й стартовый номер Царева Каролина, Сахалин номер 1. И она может вклиниться в борьбу. Финиширует с 2 промахами Царева. И сейчас будет показывать... Нет, 4-й результат. 4-й. Не хватило ей сил, к сожалению, на последних метрах дистанции. И все-таки она на 4-й позиции. Царева Каролина. Итак, тройка лидеров на финише. Арина Солдатова, Дальневосточный федеральный округ. Так, финишируют у нас другие спортсменки. 29-й Курия Мацуока, представительница Японии. Тоже неплохо отстрелялась, мы видим, но показывает 17-й результат. Вот, как говорится, немного проиграла. Вот как раз 33-й стартовый номер Черских Алина. 6-й результат. Не хватило ее. 5-й результат у Альбины Аксатаровой. Вот так финишировала у нас Алина, Среднесибирского федерального округа. И мы ждем всех остальных, чтобы, как говорится, запротоколировать результат первых соревнований по биатлону. Ну и Солдатова Арина показала абсолютно лучшее время. Наверняка уже нету той спортсменки, которая может у нее забрать золото. Можно уже с уверенностью поздравить Солдатову Арину с Дальневосточного федерального округа. На 2-й позиции промежуточная Шишукова Арина, представитель Казахстана. Ну и на 3-й пока Царева Каролина. Но говорю пока, потому что может что-то поменяться. На дистанции там осталось 2 спортсменки. Ну и Дальневосточный федеральный округ, а также Марина Дубова, Сибирский федеральный округ. Через 10 минут мы приглашаем вас на цветочную церемонию.
I would like to remind Итак, our winners, Arina это Soldatova, Russia смотрели for вы Race, первые Arina зимние Shishkova, международные спортивные игры Kazakhstan, Дети Arina Азии. Dubova, Siberia, Через and несколько минут here начнется with трансляция you at flower мужской ceremony. юношеской гонки, так что мы не прощаемся, далеко не уходим, ну и смотрим биатлон. Оружие у юношей. С вами был And I Михаил would like to remind Чугунов. you that at 12:45 and at 13:15 we will have the zeroing command. Уважаемые Да, не ну забывайте тут делают оружие. повторы. К сожалению, спортсменка под номером 30 Шиженкова Анастасия, представительница Москвы, не справляется на трассе. И в этот как раз повороте упала. Главное, чтобы не повредила инвентарь. И на финише Сиченко Арина Солдатова, Дальневосточный федеральный округ. Анастасия, представительница Москвы, финиширует и закрывает старт-лист. Арина Солдатова, Russian for Race. Ну, мы поздравляем первых чемпионок по программе биатлон. Это Солдатова Арина, Дальневосточный федеральный округ, Шишенкова Арина, Казахстан. И на третьем позиции Дубова Марина, Сибирский федеральный округ. Еще раз я повторяю, что вы смотрели трансляцию из Сахалина. Первые зимние начались, и в эти дни будете смотреть прямые трансляции с острова Сахалин первых международных спортивных игр Дети Азии. С вами был Михаил Чугунов. Мы не прощаемся. Через несколько минут будем транслировать уже юношескую гонку, тоже спринтерская гонка на 6 километров двумя огневыми рубежами. Спасибо. До встречи. Ну, продолжается у нас гонка. Последний номер Северина Юлия сейчас будет финишировать. Прекрасно подготовлены у нас трассы по биатлону. И все готово в первых зимних играх. Вообще практически можно организаторов похвалить, потому что организация самих соревнований международные, очень много, да, финиширует у нас Северина, последний, ну и мы видим, что допустила достаточно много промахов. Еще раз возвращаясь к организации самого турнира, у нас мы видим, что на ваших экранах протокол десятки лучших, но финиширует. Еще раз, через несколько минут мы возвращаемся к гонке уже в юношестве на дистанции 6 километров. С вами был Михаил Чугунов. Спасибо.